Вот уже 75 лет в Якутии ведется борьба с онкологическими заболеваниями. 10 января 1950 года в старом здании бывших яслей начал свою работу Республиканский онкологический диспансер. И на лечение, и на обследование выделено было 25 коек. При этом первые образованные онкологи появились в Якутии лишь через 20 лет, в 70-е годы. Именно в этот период начинается бурное развитие клинической онкологии, причем лечили в основном хирургическим методом. Скажем так, развитие претерпел и онкологический диспансер, который с 1989 года начал располагаться вот в такой вот нетиповой пятиэтажной малосемейке по улице Свердлова. Проводили в ней и операции. Для этого пришлось переоборудовать самые большие комнаты, площадь которых не превышала даже 17 квадратных метров. А вот носить пациентов из операционных в палаты медикам приходилось уже на руках. В узких коридорах каталки проехать не могли, да и лифта в здании не было. Я помню очередь. Я посчитала тогда. На прием люди приходили с 6 утра, занимали очередь с улицы. И я посчитала, нас было человек 50 к одному окошку. Это было страшно. Даже сесть было негде. И это был онкодиспансер. И врачи, хирурги делали в КПДшке в зале, допустим, зал, и это была у них операционная. И у них никаких приспособлений не было после операции своего больного унести в палату, они на своих руках уносили. Тем удивительнее становится без малого подвиг активистов пациентского движения «Антирак». Немаловажным фактором выздоровления больного считается его настрой. Сегодня оптимизму пациентов способствует даже новое здание онкоцентра. Но раньше со своими переживаниями больные боролись сами. Рак забирает все твои эмоции, вгоняет в ступор. Из этого состояния тебя не выведут ни родные, ни медики. Только помощь такого же больного способна подарить надежду. Делится Надежда Эртюкова, волонтер движения. Я когда лежала в больнице, рядом со мной в палате лежали женщины. Многие из них практически ушли в болезнь. Даже были люди, которые не разговаривали ни с кем, даже не отвечали на телефонные звонки, которые им приходили. И вот одна из таких женщин, она очень сильно удивлялась, почему я с моим диагнозом не просто живу, еще радуюсь, смеюсь. И когда она меня спросила, я вспомнила свою маму. Маме Надежды Эртюковой также когда-то поставили неутешительный диагноз. Но та, вопреки прогнозам врачей, направив всю свою силу воли, прожила еще долгую и счастливую жизнь. Этим примером в последующем и вдохновилась волонтер движения. А теперь она вселяет надежду и дарит силу другим пациентам республиканского онкодиспансера. Но для того, чтобы стать равным консультантом, там есть два требования. Во-первых, быть самому прошедшим через эту болезнь. И, во-вторых, это обязательно нужно пройти обучение. Потому что действует такой факт, как «не навреди». И поэтому я прошла обучение в фонде «Онкологика». Прошла 3-месячное обучение, получила сертификат, и теперь я сертифицированный равный консультант. 2017 год. В Якутске забивают первую сваю будущего оплота борьбы с онкологическими заболеваниями на всем Дальнем Востоке. Но даже так, с еще недостроенным диспансером, республика укрепляет свои позиции в лечении и диагностике рака. В 2018 году по решению главы региона Айсена Николаева диспансер временно перемещают в здание Якутской городской клинической больницы. Закупают современное и высокотехнологичное оборудование, применяют инновационные методы исследования. В первую очередь дает возможность нам, как разработчику, провести научно-исследовательскую работу как раз-таки для развития наших продуктов. А для медицинских организаций и институтов это в первую очередь научная деятельность. Очень радует, что внимание наших IT-специалистов направлено именно на здравоохранение. И объединившись, мы сделаем очень интересный продукт. Надеемся, что он будет качественный. У нас, как у специалистов, тоже есть свои идеи, свои наработки. И совместная работа, я думаю, принесет очень хорошие результаты.
Вот в работу нового здания онкологического диспансера пришелся на непростое время. В эпоху беспрецедентного санкционного давления на страну главным вопросом при старте эксплуатации крупных, чуть ли не стратегически важных объектов здравоохранения становится вопрос их оснащения высокотехнологичными аппаратами. Теперь же мы с уверенностью можем сказать, такие есть только в Якутске и в Москве. Сегодня налажен не только процесс обслуживания оборудования, но и поставки инструментария. Раньше приобретение хотя бы одного высокотехнологичного аппарата становилось новостью номер один. В новом онкодиспансере такого оборудования 1880 единиц, включая флагманский 260-срезовый спектральный компьютерный томограф, способный выявить даже самые мелкие очаги заболевания. На данном этапе даже самые сложные и уникальные операции, к примеру, по удалению опухоли в легких, в новом якутском онкодиспансере проводят малоинвазивным методом, через небольшие разрезы. Внутренние органы медики видят на экране в операционной, артерии с помощью рентген-аппарата. Проводить многочасовые операции хирурги вынуждены вот в таких вот тяжелых свинцовых защитных костюмах. По меньшей мере 15 килограммов весит только один халат. Все для того, чтобы уберечь специалиста от рентгеновского облучения. Для пациента такая доза безопасна, а вот для хирурга, который проводит в операционной большую часть своего времени, она весьма опасна. Как говорится, вот она, цена прогресса. Только вот по другую сторону тысячи спасенных жизней. Поэтому к своей тяжелой ноше в прямом и переносном смысле врачи готовятся еще со студенчества. Кстати, о подготовке. Благодаря оснащению теперь студенты-медики могут наблюдать за операциями в режиме онлайн. Александр Анатольевич, слышно, да, меня? Да, слышно вас. Ага. Прокомментируйте, пожалуйста, что за пациент и какой объем операции сейчас выполняете ему? У пациента верифицированный диагноз рак верхней доли правого легкого. Система подключена ко всем операционным и позволяет не только общаться с хирургом, но и наблюдать за состоянием пациента во время операции, узнать его анамнез, назначение и даже результаты обследования в других больницах. Обзор операционной обеспечен на 360 градусов. Увидеть можно даже внутренние органы больного. В мою бытность, когда я начинал работать хирургом, такого не было. И я могу сейчас с полной уверенностью сказать, во многих больницах нашей России немного где есть такие технологии. Кстати, в основном коллектив диспансера состоит из молодых и перспективных врачей. И хоть опытных наставников немного, благодаря этой технологии специалисты могут сохранить данные операции, вернуться к некоторым моментам, подметить ошибки и вовремя сделать выводы. Все это способствует профессиональному росту хирурга. О том, насколько эффективной в Якутии стала борьба с онкологическими заболеваниями, свидетельствуют даже цифры. Если в 2023 году количество проведенных операций превысило 2300, то уже в 2024 году этот показатель достиг свыше 4000 вмешательств, которые проводятся только в Якутии и в федеральных центрах. Вот так от малосемейки до настоящего центра Якутия выросла и заняла статус лидера Дальнего Востока и Сибири по лечению рака.